Добрый день, уважаемые коллеги. Виджауланет. Мы сегодня начинаем серию семинаров. Я надеюсь, что в будущем у нас этот цикл лекций будет продолжен. Презентацию мою. Возможно, он будет немножко в другом формате, возможно, у нас будут предложены курсы или краткосрочный семинар, но в любом случае, сегодня мы проводим первую лекцию, первый семинар по программе «Детям Республики Коми». И я хочу представить авторский коллектив, который работал над этой программой. Это Чудова Татьяна Ивановна, доктор исторических наук, Рудецкая Марина Владимировна, заведующая детским садом села Лозым Сыктывдинского района, Набиуллина Ирина Николаевна, воспитатель детского сада номер 77 города Сыктывкара. Ну и я, Остапова Зоя Васильевна, заведующая лабораторией национальных проблем дошкольного образования. Конечно, в течение всех наших встреч вы увидитесь со всеми авторами программы и услышите их выступления. Но я хочу начать с того, что эта программа, она имеет вот такой вид. Она поступила в каждый детский сад республики. Конечно, жаль, что поступила всего в единственном экземпляре, но если у кого есть желание приобрести, то, я думаю, можно каким-то образом формировать заказ на эту программу и отправлять нам в лабораторию. И, в общем-то, все, что мы будем говорить на наших семинарах, это содержание, оно описано в этой программе. Но я хочу сказать, что программа имеет богатое методическое сопровождение, что является большой помощью, подспорьем для воспитателей. Первым вышла вот такая рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь, она составлена согласно программе и имеет в себе разные задания для того, чтобы дети могли, во-первых, ответить на вопросы, которые даются по каждой теме, а также заштриховать, закрасить, в общем, выполнить вот такую вот несложную работу. Идеальным, конечно, бы явилось создание вот такой рабочей тетради для каждой возрастной группы. Но это дело будущего. Татьяна Ивановна, я вас прошу. Простите, сразу не это. Вот, рабочая тетрадь. Вышла вот такая вот книга для педагога. В этой книге раскрыты буквально все темы, содержание всех тем, которые описаны в программе. Тексты даются на русском и на коми языках, потому что все-таки мы ориентируемся на то, что программа будет реализовываться и на русском, и на коми языках. И чтобы воспитателям было легче подбирать слова, вот эти вот тексты на коми языке здесь представлены. Я хочу сказать, что вот эта книга для педагога, она будет достаточной для того, чтобы вам реализовать нашу программу. Не надо уже рыться ни в каких энциклопедиях, так ведь, Татьяна Ивановна? Здесь дается такой вот компактный, собранный материал, адаптированный для понимания детьми дошкольного возраста. И вот все те темы, которые мы будем раскрывать в ходе наших лекций, они также будут опираться на эти тексты, которые даются в этой книге. То есть все вы сможете тут сами прочитать. Но для того, чтобы было вам более понятно, мы вот проводим вот такие вот лекции, такие занятия. И еще вот один, скажем так, составляющая нашего учебно-методического комплекта – это вот такой вот диск «Детям Республики Коми».
При составлении этого диска большую помощь оказала нам Лариса Геннадьевна Кулышева. Она является одним из авторов этого диска. И вот здесь, вот в этом диске, вы сможете найти демонстрационный материал. То, что представлено в книге для педагога на маленьких картинках, они все имеются на этом диске. То, что сегодня будет демонстрировать Татьяна Ивановна Чудова во время своих лекций, своего выступления, все это имеется в этом диске. Кроме картин, здесь также представлены мультфильмы, фильмы, презентации, все, что необходимо для того, чтобы вам легче было раскрыть ту или иную тему программы. Я думаю, что все это понятно. Если будут какие-то вопросы, то, пожалуйста, пишите, и мы вам ответим. Итак, уважаемые коллеги, какая же основная цель программы «Детям Республики Коми»? Конечно, не надо слишком уж усложнять информацию, которую вы будете давать детям на ваших занятиях. Потому что основная цель нашей программы – это сформировать общее понимание культуры коми-народа. Но и, конечно, в основном это касается материальной культуры. Почему? Потому что по психологии ребенка дошкольного возраста она предполагает обязательно вот такое наглядно действенное, наглядно образное, да, формирование знаний. Поэтому, конечно, все темы, которые перечислены в нашей программе, они имеют вот такую материальную основу. Ну и, конечно, хотелось бы сказать, что основная цель нашей программы – это формирование любви к Республике Коми, формирование интереса к традициям, особенностям культуры коми-народа. Конечно, наверное, можно это показать через сравнение с русской культурой. И самое важное – это то, чтобы дети не только были слушателями, но чтобы они были рассказчиками. То есть формирование интересного собеседника. То есть чаще надо ставить детей в ситуацию, чтобы они рассказывали о том, что они уже знают, пусть несложными, короткими предложениями. То есть воспитание интересного собеседника. И по идее мы еще и выполняем такую интересную и важную государственную миссию, а именно, да, может надо таблетку какую-то тоже пососать. Здесь запах какой-то не нравится мне. Можно открыть дверь? Да. Может, окно открою? Только не сильно. Духотища. Простите. Итак, уважаемые коллеги, в общем-то, вы, наверное, если кто уже открывал программу, вы уже заметили, что программа имеет достаточно подробное тематическое планирование по всем темам, которые перечислены в этой программе, и, в общем-то, по всем образовательным областям согласно федеральному государственному стандарту дошкольного образования. Какие же задачи программы? В общем-то, мы, конечно, как бы в такой вот триединая составляющая цели должна быть представлена. Во-первых, мы формируем знания и представления детей об окружающем мире, в частности, о культуре коми-народа, традициях, о творчестве, об истории Республики Коми, которая находит свое отражение через название улиц и памятников, о символике республики и родного района. И, в общем-то, весь этот материал представлен в книге для педагога. Но я думаю, что каждый педагог, он сможет как бы уточнить
конкретизировать информацию в программе теми особенностями, которые есть в вашем районе или селе. Потому что, конечно же, я думаю, что не сможем вот эти вот маленькие, мелкие какие-то составляющие обозначить. Вот это уже ваша работа, то, что касается включения такого регионального компонента, местного компонента. Итак, вторая задача – это, конечно же, знания мы даем как бы через такую положительную, эмоционально положительную окраску, чтобы у детей вот какое-то было всегда ожидание вот наших занятий по краеведению, скажем так, чтобы они всегда шли с большим удовольствием, потому что они знают, что на наших занятиях мы не только будем узнавать что-то новое, но мы все-таки еще и будем играть, потому что через игру у детей формируются положительные чувства. Но мы еще и формируем на наших занятиях гордость к нашей республике, к району. И все это должно, конечно же, именно сквозить в вашей интонации, в вашем отношении к тому, что вы говорите, насколько вы интересно рассказываете, насколько вы с любовью рассказываете. Поэтому вот это очень важная составляющая. Формирование эмоционально положительных чувств ребенка, чтобы после занятий действительно дети вот с таким вот восторгом завершали, уходили с ваших занятий, с наших мероприятий. Конечно же, одно дело знать, другое дело любить, но мы должны приучать и формировать деятельное отношение к окружающему миру. То есть обязательно ребенок должен свои чувства, свои знания продемонстрировать через труд, через какой-то вид деятельности или через труд, ручной труд, продуктивная деятельность должна быть, игровая деятельность, музыкальная, познавательная, может быть, какой-то исследовательский проект вы будете реализовывать вместе с детьми, и они с удовольствием это все зарисуют, покажут, представят, продемонстрируют и своим родителям тоже. И поэтому четвертой задачей нашей программы является обязательно, конечно же, то, что мы именно во взаимодействии с семьей по принципу активного вовлечения родителей в жизнь детского сада будем реализовывать нашу программу. То есть здесь, конечно, у нас есть очень интересный опыт работы детских садов, каким образом идет работа с семьей, работа с родителями. Я думаю, что у каждого есть какие-то интересные изюминки, и, в общем-то, каждый сможет проявить свою креативность и творческое начало. Но еще раз хочу сказать о том, что в программе эти различные формы, они также для вас предложены. Но программа, она имеет как бы такую вот форму, ту, которую вы имеете как бы за основу. Но расширять, включать разные формы, которые вы считаете наиболее эффективными, это как бы ваше право на это имеется. Тем более в ситуации, когда каждый детский сад, он формирует как бы свое видение образовательной деятельности в своем детском саду. Вот. И, конечно же, вот богатая такая предметно развивающая образовательная среда, она также как бы оказывает влияние на ребенка. Я очень рада, что многие детские сады сумели сохранить музейные комнаты, имеют музейные уголки. И, конечно, это все является подспорьем для реализации нашей программы. Итак, в общем-то, вся программа, она имеет 9 тем. И все, в общем-то, все содержание программы, оно формируется от возраста к возрасту через следующие тематические блоки. «Я живу в Коми», «Находки из прошлого», «Свой дом каждому дорог», «Мастерство дороже денег»,
традиционная одежда коми. Посмотри, как красиво из орнамента коми-узор. Традиционная коми-кухня. Традиционная утварь. И давай поиграем. В общем-то, я думаю, каждая тема, она уже говорит сама за себя. Вот эти темы, они от группы к группе, от возраста к возрасту по спирали развиваются, но мы на каждом возрастном этапе опираемся на те знания, которые у детей имеются. Для того, чтобы на выходе из школы мы как раз вот и имели в наших детях вот это качество интересного собеседника, чтобы каждый ребенок в вашей группе, в ваших детских садах мог быть так называемым экскурсоводом, который бы мог рассказать гостям, которые придут к вам в детский сад, предположим, или вы создадите такую педагогическую ситуацию, чтобы они могли рассказать вот этим вот гостям по той или иной теме. Конечно, этому надо учиться, но развитие речи, я думаю, что это самая главная задача, которая стоит перед детским садом, и именно речевое развитие, оно пронизывает нашу программу, потому что без языка, без речевой деятельности мы, конечно же, мы просто не получим ответного какого-то ответа от детей, такого результата, как бы не увидим этот результат. То есть дети наши не просто слушатели, а рассказчики, собеседники и активные деятели. И хотелось бы, конечно, что реализация этой программы будет основой для воспитания у детей вот такого неподдельного интереса к истории и культуре Коми-края, и что это все будет продолжено в школе. Но я думаю, что все, что делается в детском саду, оно не забывается. И очень бы хотелось, чтобы вот действительно работа по нашей программе, она была неформальной, а она была вот такой вот от души, скажем так. Пусть она будет вот такой вот пронизывающей всю деятельность детского сада, скажем так, идеей, объединяющей педагогов всей республики. И вот еще, пользуясь случаем, для как бы, учитывая, что это наше первое выступление, конечно, работа над учебно-методическим комплектом по программе «Детям Республики Коми» будет продолжена. И мы приглашаем всех педагогов принять участие в создании вот такого учебно-методического комплекта. В лаборатории национальных проблем дошкольного образования мы будем набирать конспекты занятий, интересные сценарии совместных мероприятий с детьми по всем тематическим блокам. И я думаю, что в будущем мы сможем собрать вот такой интересный материал из опыта работы и донести до каждого детского сада. Поэтому мы вас приглашаем к участию вот в нашем общем проекте. Конечно, информационное письмо мы еще сформируем и вас с этим познакомим, но я думаю, что педагогам нужно иметь это в виду и подключаться к нашей такой совместной работе. Итак, вопросы есть или нет, Александр Михайлович, я не вижу. Пока только приветствия, да? Мы приветствуем всех, кто подключился, мы очень рады вам, рады вашей активности. И вот сегодня у нас будут раскрыты две темы. Это домостроительство у Коми и Коми национальный костюм. И я предоставляю слово Татьяне Ивановне Чудовой, доктору исторических наук, доценту, преподавателю Сыктывкарского государственного университета. Я очень рада, что у нас вот получилось вот такое содружество Татьяны Ивановной, и вот мы вышли на такой творческий, скажем так, комплект, да, учебно-методический комплект. Итак, Татьяна Ивановна, да. Какой первый спросить? Домостроительство. Татьяна Ивановна, я вас прошу, или же вниз надо перейти, да?
Я вам еще. Спасибо. Добрый день. Я рада вас приветствовать и надеюсь, что мои небольшие сообщения по двум темам будут вам очень интересны в вашей замечательной работе. Домостроительство Коми Зырян. Я хотела бы... Так. Нет. Вот этим. Это тоже... Я бы хотела рассказать немножко о планировочной структуре сельских местностей. Если мы говорим о южных районах, это Прилузский, Кайгородский, Сысольский, Сыктывдинский, Картиросский район, то там планировочная структура главным образом вот такая, которая показана на левом плане. Поскольку здесь главным образом было развито сельское хозяйство, соответственно, все они находятся компактно. А в более северных районах, там, где промысловая деятельность, она продолжала сохранять свое значение, эти населенные пункты были вдалеке друг от друга, и такие небольшие присутствуют. Для всех современных населенных пунктов характерно такой уличный тип планировочной структуры. Он присутствует везде, и как в городе, так и в деревне. Единственно, может быть, в деревне уличный тип планировочной структуры, он может быть не такой ровный, не по линеечке сделанный, как вот представлено на данной фотографии. Но, тем не менее, вот этот уличный тип планировочной структуры, он сейчас превалирует во всех населенных пунктах. Какие же дома у нас присутствуют? Я думаю, что вам с этими домами, те, кто живет в том районе, более известны. Тем не менее, я хотела бы сказать и отметить, в каких районах какие дома. По типологии существует так называемый однокамерный дом. Вот такой однокамерный дом, он характерен для летских коми, которые живут на юге нашей республики. Характерная особенность этого однокамерного дома в том, что у них есть третий скат на крыше, и определяется этот скат как крыша с залобком. Рядом с однокамерным домом находится хозяйственная постройка. Она либо сзади пристраивалась, либо сбоку пристраивалась. Как правило, в этом микрорайоне, в Летском микрорайоне, эти однокамерные дома, они соединяются и соединяются между собой хозяйственным двором. Вот в данном случае два дома, один более старшей постройки, второй более новая постройка, и между ними такое пространство, которое покрыто крышей, и там внутри находятся хозяйственный инвентарь, иногда какие-нибудь постройки типа колодца. Это характерно для Летского микрорайона. Для Летского микрорайона, поскольку это однокамерный дом, то там планировочная структура очень интересная, она нигде больше не встречается, поскольку русская печь, она компактная, и эта русская печь делит пространство дома на три части. На кухню, на комнату и небольшой коридор. И все
все это пространство дополнительно разделено за счет либо занавесочек, либо специально построенных щитовых каких-то перегородок. Вот такой тип постройки однокамерного дома, он характерен для сопредельной Кировской области. Нигде более вот таких домов не встречается. Следующий тип по распространению определяется как изба-двойня. Это связано с тем, что две избы, вот одна изба, вот вторая изба, они стоят под одной крышей. Такие избы-двойни были характерны для Сысолы, были характерны для Лузы, для Мизени, для Вашки. Этот тип достаточно старый, и он характеризует один из этапов становления домостроительства Коми. Изба-двойня может быть в разных вариантах. Вот двухэтажный вариант избы-двойни. Двухэтажный вариант, он появляется за счет того, что, как правило, наши избы имеют голбец. И вот в этом голбце за счет увеличения количества бревен поднимается нижний этаж и устраивается первый этаж. Ну и, соответственно, на втором этаже чистая постройка. Избы-двойни бывают и в таком смешанном варианте, когда одна часть в двухэтажном исполнении представлена, а другая в одноэтажном исполнении. Там, где одноэтажное исполнение, нижний этаж используется в качестве голбца для хранения продуктов питания. Изба-двойня может быть и в таком варианте, когда два дома, однокамерного дома соединяется в одно целое. Изба-двойня на Сысоле пристраивается очень интересным способом. Соединяется за счет синей, и одна часть, летняя часть, она выстраивается в виде дома пятистенки, а зимняя часть, она, как правило, либо однокамерный дом, либо пятистенок, но в меньших размерах. Зачем нужны были вот такие избы-двойни, где деление на летнюю и зимнюю половину? Дело в том, что это очень старый тип постройки, когда мужская часть общества занималась промысловой деятельностью, соответственно, в течение 6-7 месяцев находилась в лесу, и женщина с детьми в зимний период переходила в маленький дом, где не нужно тратить большое количество дров. Ну а когда муж возвращался из лесу, то вся семья в теплое время переходила в большой дом. И, как правило, вот этот дом, он, зимний дом, маленький, он ставился слегка в глубине для того, чтобы летняя изба спасала от снега, ветров зимнюю избу. Это тот же самый принцип соединения, только здесь вместо пятистенка стоит однокамерный дом, зимняя изба. Способ формирования зимней и летней избы может быть по-другому, и, как правило, летняя изба, она ориентирована на восток, а летняя на юг. Еще один тип дома –
Это трехраздельный дом сысольского типа. Он определяется как сысольского типа, но на Сысоле сейчас их очень-очень мало. Главное место концентрации вот этих домов – это Верхняя Вычегда. И это объясняется тем, что население из Сысолы осваивает Верхнюю Вычегду, соответственно, они принесли с собой вот такой трехраздельный дом. Трехраздельный дом сысольского типа, он делится на жилую часть, вот здесь видно достаточно хорошо, жилая часть и хозяйственная часть. Они соединяются в единое целое, и у каждой из этих построек своя односкатная крыша. Поскольку они находятся в едином целом, то общая крыша рассматривается как двускатная крыша. В таких домах могли ставить дополнительные постройки, и, как правило, эти постройки к летней избе ставились, и эта пристройка, как правило, в половину меньше основной площади летнего помещения. Особенностью дома сысольского типа является так называемое окошко над печку, пачер эши. Это связано с тем, что печь в таких домах находилась в глубине помещения, и в зимнее время на печи женщины и дети находились. Для того, чтобы освещать это пространство, было прорублено маленькое окошечко. Для домов сысольского типа, поскольку характерна крыша безгвоздевая крыша, использовался такой замок-скреп. К сожалению, вот эти замки-скрепы сейчас исчезли уже. Планировка дома сысольского типа. Сени. Из сеней в летнее помещение и в зимнее помещение можно было зайти. И посмотрите, печь находится в глубине помещения и устьем располагается к входной двери. Рядом располагается вход в подполе, в голбицу. Вот такая планировочная структура – это самая старая планировочная структура, и связана она с тем, что первоначально печи топились по-черному, у них не было трубы. Сейчас, конечно, все печи уже с трубой, таких домов, которые топились по-черному, нет, но тем не менее вот эта старая планировочная структура, она сохраняется. Поскольку идет развитие этого дома, то получается дом с двумя фасадами. Если мы посмотрим по длинной стороне дома, то вот это фасад трехраздельного дома, где две избы и сени между ними. Но смотрите, что получается. Поскольку летняя половина уже выстраивается в виде пятистенка, то получается фасад с пятистенка уже другой. Это способ организации пространства и развития вот этого типа домов. Следующий тип дома, который характерен для ВМИ, Книжпогосского района, встречается и в других районах, но преимущественно в Книжпогосском районе, это трехраздельный дом вымского типа. Он очень похож на планировку сысольского дома, но здесь
получается крыша развернута на 90 градусов по отношению к сысольскому типу. Так же, как и в сысольском доме, здесь две избы, летняя и зимняя половина, между которыми находятся сени. Единственное, что форма крыши несколько по-другому. Планировочная структура дома вымского типа несколько иная, поскольку из сеней можно было также зайти в летнюю и зимнюю половины. Но, смотрите, печь и спуск в голбец находятся рядом с дверью. Либо справа, либо слева, в зависимости от того, где находится изба по отношению к сеням. Следующий тип дома, и он характерен для многих районов, но преимущественно характеризует Ударский район, Мизень, Вашку. Это дом заука. Фактически здесь происходит развитие следующее. Из дома вымского типа трансформируются сени, и они образуются за жилой частью и выступают буферной зоной между жилой и хозяйственной постройки. А вместо сеней, которые были в доме сысольского типа, образуется заулок. Такая комната, небольшая комната. Вначале ее рассматривали как хозяйственную такую пристройку, а потом там стали организовать жилое пространство. Поскольку здесь фасадом является вот как бы эта часть, длинная часть дома, соответственно, здесь устраиваются и балконы. Вот эти балконы тоже характеризуют ударских коми. Дом заука может быть в нескольких исполнениях. Смотрите, здесь две части в двухэтажном исполнении и одна часть дома в одноэтажном исполнении. Там, где одноэтажное исполнение, внизу располагается голбец. Существует еще и дом с двумя планировочными фасадами. Смотрите, что получается. Первый этаж – это вымский тип дома, а второй этаж – это дом заука. Поскольку происходит некая такая трансформация, вот такой дом, как переходный дом от вымского типа к дому заулкам, он фактически встречается во многих районах. Ну вот данный конкретный дом, он на Верхней Вычегде. И наиболее распространенные дома – это дома пятистенки. Такие дома пятистенки, они вырастают из избы двойни. Но если в избе двойни были две капитальные стены, то в данном случае одна капитальная стена, что позволяет экономить лес. И вот этот тип дома, он распространен практически на всей территории, и он самый молодой тип дома, поскольку появляется на рубеже 19-20 века и до сих пор пользуется большим спросом, поскольку наиболее удачное сочетание денег, планировки и возможностей хозяева дома. Следующий тип дома – это дом пятистенка. И посмотрите, пожалуйста, дом пятистенок у ижемских коми. Это Ижемский район. Дом богато орнаментированный. И здесь нужно отметить одну особенность. Поскольку дома пятистенки, когда они появляются, это были чужие дома,
И для того, чтобы чужой дом воспринимался как свой, нужно было использовать свою символику. И смотрите, орнамент, который здесь присутствует, он позволил этот дом, планировку чужого дома вписать в культуру своего этноса. И еще один дом, это дом-крестовик, когда дом разделяется на 4 части 2 пересекающими капитальными стенами. Такие дома появляются так же, как и дом пятистенок на рубеже 19-20 века, но этот дом-крестовик в меньшей степени представлен в домостроительстве Коми, поскольку здесь достаточно больше уходит материала для возведения дома. Как правило, ограничиваются домом пятистенок. И таким образом мы говорим о том, что для Коми характерны 7 типов домов. 2 последних характерны для всей территории. Это дом пятистенок и дом-крестовик. Существуют вариации на тему. Вот смотрите, у ударских Коми встречается дом с боковой зимовкой. Дом пятистенок, где живут в летний период, а в маленькой пристройке, в зимовке женщина с детьми проживала в период, когда муж уходил в лес на промысловую деятельность. Это связано с тем, что уходило меньше дров на топку этого здания, и женщины с детьми было достаточно места вот в этом доме. Еще один вариант – это дом-сазатка. Опять же, это связано с тем, что большой дом, в нем жили в летний период, а в зимний период в маленьком доме жили. И в этом маленьком доме, поскольку меньше нужно было дров на зимний период, пристраивается к хозяйственной части, поскольку обрежать скотину проще было выходить из дома, чем ходить через улицу. На пограничье с русским населением появляются дома с мезонином. Это когда дома разной планировки на 2-м этаже ставили небольшие комнаты, в которых проживали в летний сезон. Этот дом с мезонином характерен для ижемских Коми. Этот дом с мезонином характерен для летских Коми. И нужно отметить, что ижемские Коми, поскольку жили достаточно богато с финансовой точки зрения, они могли позволить себе большие дома. И вот эти большие дома, они выстраивались по типовым проектам. Они нетрадиционные, но посмотрите, нетрадиционный дом используется серия таких дополнительного украшения, и чужой дом становится своим за счет использования своей орнаментации. Удивительный дом сохранился в Ижемском районе. Он единственный в нашем регионе дом Кошелем. Вот такие дома Кошелем, они, как правило, сохранились только в Карелии. И это позволяет говорить для русского севера о том, что существовала единая стратегия в домостроительстве.
При организации строительных работ использовались определенные нормы, которые говорят о существовании мифопоэтической картины при строительстве дома. Поскольку дом делится на три части, это Голбиц – это нижний, хтонический мир, мир человека, профанный мир – это жилая часть постройки, и верхняя часть – это сакральная часть. И посмотрите, каким образом сакральная часть, крыша на кронштейнах таких, форма кронштейна напоминает лошадку, образ лошадки. Тот же самый образ, сакральный образ просматривается на слегах, куда укладывалась водосток. И эти окончания водостоков вырезались в виде птиц. Идентифицировать птицу, конечно, очень сложно, но то, что это птица, это однозначно. Верхняя сакральная сфера на крыше, охлупень, вырезается в виде такой лошадки, но эта лошадка имеет одновременно и образ птицы. Посмотрите, морда лошадиная, а зоб птичий. То есть воплощают два образа в едином стиле. Кроме всего прочего, существуют способы украшения украшений крыши домов. Одновременно они являются и конструктивными решениями. Это полотенце. Вот здесь прикрывается стык. И обратите внимание, что вот это полотенце вырезано в виде креста. Это дом, где распространено старообрядчество. Соответственно, здесь элементы старообрядчества и отмечены на крыше. А это пятиконечная звезда, это уже отражение реалий советского времени. Хотя вот такие способы организации вот этих слег, они продолжают существовать. Причелины, причелины – это вот эти доски, которые прикрывают скат крыши. И полотенце интересно оформлено. На этом полотенце указана дата постройки. Как правило, дата постройки стоит на всех домах, такой ярко выраженной датировки все-таки встречается крайне редко. Это где-нибудь тайно указано на стрихе каких-нибудь бревен, дата и не так явно, как вот в этом доме. Дальше посмотрите интересные фрагменты использования. В домах пятистенки используется верхняя часть, оформляется как балкон. Но в данном... Это Ударский район. Это Ударский район. Встречается в Краткеросом, но немного. И посмотрите, в чем интерес. Балкон существует, но это явно декоративная деталь, потому что выхода на балкон нет. Там, конечно, можно через окно вылезти, но все-таки рассматривают эти балконы как украшение. Особенно подчеркивается вот здесь. Посмотрите, две уточки
такие в разные стороны рассмотрены. Это отсыл к пермско-звериному стилю, который присутствует. И то, что вот верхняя сакральная сфера, она расписывалась, и балкончик очень яркий. Вот здесь интересная роспись, и вот эта цветовая гамма, она соотносится той цветовой гамме, которая присутствует у Коми. При этом все эти сюжеты взяты из древних книг, христианских книг, и эта роспись по фронтону, она характерна именно для районов, где было характерно старообрядчество. Ударский район. Ударский район, посмотрите, какие красивые балясины на балкончике. Здесь лев, но в данном случае лев, он такой домашний, его рассматривают не как злого зверя, как собаку. И здесь символы, вот круг, как символ гармонии, единства, порядка. И здесь дерево. Вот, да, эти. И здесь кресты присутствуют. Не, сейчас. Напротив Вашгарта. Вильгард. Да. Ударский район, Вильгард. И роспись тоже по скату крыши присутствует. И здесь интересная роспись по фронтону. И смотрите, это дом из Бодвоня, поскольку здесь вот очень широкий такой скат. И обратите внимание, вот эта пятиконечная звезда, она как раз отражает реалии советского времени. Это вот перед Вашгартом Кривое, деревня Кривая, да, это все Ударский район. Вообще все, что касается росписи, это Ударский район, поскольку там старообрядчество, и они восприняли это старообрядчество из книжной культуры, и иногда встречается роспись по Верхней Вычегде, там, где тоже старообрядческая культура присутствует. Это Керчомья, вот эта часть Верхней Вычегды, там тоже встречается но в меньшей степени на Ударе все-таки чаще встречается роспись. Ну и то, что я говорила, для ижемских коми характерна закупка планировочной структуры, чужой планировочной структуры, и встречаются такие дома с балконом террасы. Вот терраса. Эти дома с террасой не характерны для традиционного домостроительства, но поскольку они встречаются у ижемских коми, в Сыктывкаре встречается вот такой дом, я посчитала необходимо указать на такой дом. И здесь нужно отметить, что в организации пространства внешнего вида используют разные способы украшения. Это такая асимметричная крыша над крыльцом, и длинный скат асимметричной крыши поддерживается на таком столбе, где вот такие дымки оформлены. Это Сыктывдинский район.
Внутреннее помещение мы не будем рассматривать, поскольку либо следующие занятия, либо вы можете посмотреть в книге «Детям о Республике Коми». Единственное, мне хотелось бы отметить, что практически во всех домах до настоящего времени просматривается диагональ красный угол и печь, где красный угол рассматривается как мужское пространство, а печь рассматривается как женское пространство. Так, да, другая презентация. Я думаю, что будет все понятно, и вы, если будете рассказывать, можете опираться на те дома, которые есть в вашем районе, и вот то, что я сейчас вам рассказала, поможет вам рассказывать о домах, которые характерны для вашего населенного пункта. Итак, следующая часть связана с традиционным костюмом. В традиционном костюме нужно отметить, что здесь для всех коми, за исключением ижемских и верхнепечорских коми, костюмы были из самодельной ткани и при гении ткачества. Все женщины умели ткать на таких ткацких станках. Для того, чтобы сделать из льна нитку, использовали вот такую мялку для льна. С помощью трепала, вот женщина очищает кострицу из льна для того, чтобы она была мягкой и можно было хорошо прясть нитку. Используется вот такая щетка для вычесывания этой кострицы. Эта щетка делается из свиной щетины. Ножницы используются для стрижки овец. Из овечьей шерсти готовили шерстяную нить. Для того, чтобы из шерсти сделать хорошую тонкую нитку, нужно было на таких чепахах вычесывать шерсть, а потом уже на прялках, прялки различные бывают, на прялках сделать тоненькую нитку. Прялки бывают резные, расписные, простые прялки. В южных районах встречается вот такая сама прялка, и на такое веретено наматывалась нитка. Вот таким образом женщина за прялкой сидела и наматывала. Вот простая прялочка. Существовали специальные мотовилы для намотки ниток. Они бывают разной формы, здесь представлены. Ну вот здесь еще раз показывается ткацкий станок, каким образом ткали. Какие ткани были? Белое полотно, пестредь. Вы уже перестали? Да. На костюм? Да. Все уже? Да, все сделала. Пестредь. Не надо, надо на весь экран сделать. Из ниток Все. Из ниток, как правило,
Все уже. Черного и красного цветов. Из пестреди в клеточку бывает, либо в полосочку. В клеточку, как правило, для женских сарафанов были, а в полосочку для мужских штанов. Существовал еще способ бранного узора на полотенце и на скатерти. Есть. И здесь еще есть ткань с рисунком, выполнена с помощью набойной доски. Эти ткани были яркими, красивыми. Их не все умели делать. Это ремесленное производство. Набойщики ходили по домам и наносили узор на ткань. Вот такие набойки существовали на деревянных досках с помощью таких металлических гвоздиков делали узоры различные. Используется швейка, на которой шили. Женщина садилась вот на эту часть, а здесь укладывала материал и шила. Это рубель использовался для того, чтобы гладить ткань. Существовали утюги. Эти утюги были изготовлены на наших железоделательных заводах Нювчемский и Кажемский. Существовали бердичка и вилка для плетений поясов. Пояса были как в женском костюме, так и в мужском костюме. Такие дощечки для плетения поясов. Пояса различные. Они отличаются по ширине, по орнаментике, по цветовой гамме. Вязанием занималась женская половина общества. И обратите внимание, здесь у женщины чулки украшены таким узором. Но, как правило, в начале вот эти узоры были на мужских чулках, потому что женщина ходила в сарафане, который был в пол, и там не видно было узор на женских чулках, а у мужчины чулки одевались поверх штанов, поэтому мужские чулки, они были более орнаментированы. Дальше в конце, где-то в 50-х годах, уже и женщины стали вывязывать себе такие яркие с орнаментом чулки. Посмотрите, чулки здесь, цветовая гамма очень красивая, желто-красная, черная, синяя и полоски. Вот этот узор, он очень и очень технологичен. Круглые формы при вязании практически невозможно, поэтому геометрический рисунок характерен для вязания. Вяжут рукавицы. Итак, рассмотрим женский костюм. Летские коми имели самый старый костюм по организации. Это туникообразный костюм. Это фактически ткань загнутая. Вот здесь у них шва нет по плечевому
по плечу шва нет, загнуто, перегнуто, и для того, чтобы сделать округлость, вставляли такие клинья, косоклинные. Это называется косоклинный сарафан, но туникообразный. Это самый старый тип сарафана. Дальше ударские коми. Сарафан косоклинный. Одна особенность ударского сарафана связана с тем, что у них присутствуют вот такие две полосочки. И у них тоже характерна практика покупных тканей и праздничный костюм, нарядный костюм ударских коми, он очень яркий, самобытный. У сысольских коми особенность связана с тем, что рубаха, она вышита по горловине и по вороту, по краям рукава. Обратите внимание, что сысольские коми вместо фартука и пояса иногда носили вот такие полотенца. Это принцип организации костюма, праздничного костюма, характерен в целом для финно-угорских народов. Встречается у волжских финнов. Сарафан сысольских коми, он отмечен вот такой особенностью. Сзади соединяются эти лямки, и вот эта часть называется чиба, жеребенок. И, как правило, для того, чтобы был пышный сарафан, его собирали, буфы делали на уровне груди, и 3 полоски орнамента. Меняется в 60-х годах сарафан, и вместо сарафана уже используют юбку и кофту. Вот женщина сысольских коми в юбке и кофте. Нижневычегодские коми носили косоклинный сарафан на лямках, и здесь использовали либо набойку, ткань набойку, либо покупные ткани. Присутствует для них характерна особенность, связанная с тем, что используют покупные пояса, разные покупные пояса, и ткань для рубах, она тоже богато орнаментирована. Вымские и печорские коми. У печорских, верхнепечорских коми в сарафанном комплексе присутствуют покупные ткани. Это связано с тем, что у них не было производства тканей, они не выращивали ни лен, ни коноплю. Соответственно, одежда была из покупных тканей. У вымских коми наряд очень похож на нижневычегодских коми, поскольку они находятся в непосредственной близости. И точно так же у них здесь присутствует вот такой покупной пояс. И ижемские коми по своему фасону сарафан абсолютно другой. Это круглый сарафан. Это представляет несколько полос ткани, соединенных в единую круглую такую трубу. Дальше по фигуре его подгоняет с помощью такой кулиски, которая завязывается
под грудью. И ткань покупная. Если это праздничный костюм, то это тяжелый шелк, тяжелая парча. На рубаху тоже покупают дорогие ткани. И обратите внимание, что для ижемских коми характерна вот такая воротник-стоечка, и здесь полики, и внизу ластолицы. Вот это, этот тип сарафана они восприняли от уцелемов, которые проживают в непосредственной близости от ижемских коми. И ударских коми рубахи какие. Вот посмотрите, здесь полики такие для того, чтобы удобно было двигать рукой. И рукав с таким клином. Внутри рубахи, внизу рубахи вставляют такие клинья для того, чтобы было удобно ходить. Верхневычегодские коми шили рубахи на кокетки. И обратите, это Карткировский район. Карткировский район. Их определяют как верхневычегодские коми. Посмотрите, вот это рубаха. Это рубаха более ранняя по сравнению с этой. Что позволяет говорить, что это поздняя рубаха? Дело в том, что вот здесь уже ткань покупная, а это все из домотканой ткани. Ну, а опять же, здесь присутствуют полики и ластовицы. Вот кокетка из яркого пестреди, а нижняя часть из грубого холста. Здесь тоже сохраняется традиция нижнюю часть рубахи изготавливать из грубого холста. Вымские и нижневычегодские коми вот такую рубаху, но это явно рубаха праздничная, которую надевали на свадьбу. Здесь тоже присутствуют, они очень похожи, поскольку, опять же, повторю, что эти группы находятся в непосредственной близости, и полики здесь присутствуют, и украшения идут по поликам, по краю рукава и по подолу. Это Книжпогорский район, это Усть-Лымский район. Головные уборы девушек – это венчик, вот такой. Это венчик с такими ленточками, либо завязанный платочек в виде такой полосочки одевают. Это, значит, смотрите, вот это для летских коми характерно, а это для сысольских коми. Это вот тоже для летских коми, прилузских коми. Вот здесь костюм, поскольку по горловине вышивка и по рукавам, то, что я говорила, характерно для сысольских коми. Вышивка. Головной убор ижемских коми. Вот головной убор – это яркий показатель того, что на свадьбе определяет судьбу женщины. Одевая такой головной убор, фактически ей девушки желают семейного счастья. И обратите внимание, что с помощью бисера, пуговиц, такой символический рисунок. Голова одна, вот голова. Внизу, значит, женская
вверху мужская фигура. Здесь тоже женская, мужская, а здесь уже наоборот, вверху женская, внизу мужская. И обратите внимание, что эти две фигуры, они взяты в круг. А круг как символ гармонии, единства, порядка. И вот между этими фигурами находится Солнце, как некая жизнеутверждающая сила. Фактически этот головной убор яркий, он желает молодой женщине быть всегда вместе со своим мужем в радости и в горе. Ударские и ижемские коми, вот это у ударских коми, головной убор из парчи. Он застегивался сзади на пуговицах, очень яркий такой, парчевый головной убор. А у ижемских коми он из парчи, но посмотрите, пожалуйста, какой орнамент на этом рисунке. Это такие рога оленей. Это отсыл к той деятельности, которая характеризует ижемских коми. Это свадебные головные уборы, которые девушка потом одевала в праздничные какие-то дни. И здесь у ижемских коми тоже вот повойник и кокошник. Здесь тоже вышивка идет и орнамент в виде таких символических рогов оленя. Летские коми, частично встречается у сысольских коми такой головной убор, который определяется как сорока. Сорока понятно почему, да? Два крыла и хвост. Вот этот головной убор. Не все женщины могли заниматься вышивкой, поскольку это плотная вышивка. Были специальные мастерицы, которые работали на заказ. Сборник, он характерен для практически всех коми. Этот головной убор, он был заимствован от русских и характерен для сысольских, верхневычегодских коми. Сысольский, каркиротский? Да, и в каркиротском тоже. Ну и поскольку в 50-60-е годы стали носить шали, и эти шали были такого стандартного набора, то, что позволяли покупать в магазинах. И вот таким образом их завязывали. И здесь должно быть таким треугольничком. Сверху на голове такой треугольничек завязывали. Зимой носили внизу простой платочек из какой-нибудь ситцевой ткани, а сверху такая шерстяная шаль. Косынка с бравным узором, она была характерна для многих народов, но сохраняется у летских коми. Это набойка? Это бравный узор, это не набойка. Это на ткацком станке делают специальный такой узор. То, что на полотенцах бывает. Мужской костюм. Вот то, что я говорила. Мужской костюм. Мужчины носили вот эти чулки вязаные поверх штанов. И эти паголенки, они были богато украшены. Это связано с тем, что, во-первых, мужчина демонстрирует
умении своей хозяйки. Дальше здесь символика орнаментики связана с тем, что мужчины занимаются промысловой деятельностью. И самое главное, у них рабочий инструмент – это ноги. Поэтому узор на носках должен был обеспечить здоровье их ногам. И тепло, конечно, да. Костюм состоял из штанов таких полосатых и пестреди рубашки. Обязательный пояс. Пояс обязательно носят, когда в какие-нибудь праздничные дни мужчины позволяли себе выпить, и у них драка, то они обязательно снимали пояс. И в русском языке это закрепилось. Распоясывался, когда ведет асоциальный образ жизни. Значит, распоясал пояс, и можно вести себя несколько по-другому. Для всех районов характерно? Да, такой. Да, для всех. Вот свадебный мужской костюм, рубашка длинная, она была первоначально практически до колена. В свадебной рубашке она сохраняется. Это у Вымских Коми, Нижпогосский район. У всех остальных просто не сохранился. А у этих сохранился в музейной коллекции. И поскольку охотники занимались, коми занимались охотничьим промыслом, соответственно, у охотников были такие накидки. Они из плотной ткани, кожаные вставки на плечах, чтобы не промокали. Здесь патронтаж такой. И подпоясывались. Сзади была специально пришита петля, куда вставляли топор. Вот костюм охотника, это уже в зимний период, но тоже необходимо сверху одевать такой из кожи сшитый лузан, который позволял сохранять тепло. Одновременно на вот этом лузане можно было прикрепить разные детали, необходимые в ходе охотничьей деятельности. Вот это пороховница, вот это портупея, здесь пороховница, здесь специальные приспособления для пороха, для того, чтобы измерить количество пороха для дроби. Обувь охотника, она, вот смотрите, нижняя часть, она из валеной, из валенка, а вот верхняя, она должна быть легкая, мягкая, она из войлока, извините, не войлока, а из шерсти сделана. А здесь вот на осень нижняя часть из меха оленя, либо лося, а сверху получается такая кожа, хорошо выделана. Это зимой, чтобы можно было хорошо, спокойно двигать ногой. Если бы были полностью валенки, то они не гнутся, очень тяжело было бы ходить. А здесь они все-таки легче значительно и мягче. И вот еще обувь охотника для ходьбы на лыжах. Вот такие специальные были приспособления, которые позволяли крепить ногу к лыжам. К лямпам. Да, к лямпам. Ну и носили шапки, либо войлочные такими с ушками, либо меховую с длинными ушками, которые завязывали вокруг шеи для того, чтобы использовать в качестве такого шарфа. Ижемский. Нет, это не только ижемский. Откуда брали они этот мех Мех оленя?
Это, ну, в данном случае мех оленя, но можно было использовать любой другой мех. Можно было использовать любой другой мех, и практически все коми носили такие. Ну и мужской костюм, вернее не так, верхняя одежда мужчин и женщин практически не отличалась. Отличие появляется только на рубеже 19-20 веков. В начале кафтаны, семисезонная одежда, верхняя одежда была у мужчин и у женщин одинаково. Единственное отличие было то, что сзади у кафтана отрезная по талии у женщин, а у мужчин нет. Опять же, смотрите, орнамент по открытым частям для того, чтобы защитить от проникновения недоброй силы. И это зимняя одежда ижемских коми. Ижемские коми были финансово хорошо, благополучно жили, соответственно, они могли себе шить шубу, но сверху шубу обязательно покрывали дорогой тканью. Опушка была из лисы, носили такие малицы сверху, чтобы не промокало, значит, из ткани, а это савик для дальней дороги мехом наружу. Малица мехом внутрь, а савик мехом наружу. Оленя. Мех оленя, да. Слева мужской или женское? Вот это? Да. Вот это? Сиреневый. Это женский, конечно, женский. Вот это, конечно, не отличается по крою, но по деталям. Вот наличие светлых тонов или ярких тонов такой веревочки, которая опушку могла сделать, позволяет говорить, что это женский костюм. У мужчин все-таки были сдержанные такие тона. А белый это? Это савик, это можно и мужчины, и женщины. Здесь нет такой особой разницы. Ну и детская меховая одежда. Вот смотрите, это, ну это уже современные 90-х годов. Один ребенок в шубке, а второй ребенок в малице. Идет вот. Современная одежда и традиционная. Да, да. Но это уже 90-е годы. И пимы. Вот настоящие пимы, они доходили до середины бедра. Их подвязывали специальные веревочки. Пимы носили с такими липтами. Если пимы мехом наружу, то липты мехом внутрь. И получается несколько слоев, прослоек таких, которые позволяют сохранить тепло. Они мягкие, в них удобно ходить. Ну и бурки, то, что сейчас мы определяем как пимы. Вот такие ступни характерны для всех коми, поскольку было достаточно много кожи, и все носили кожаную обувь. За исключением летских коми. Летские коми носили лапти по той простой причине, что у них была липа, из которой можно было нарезать вот эти полоски и сплести лапти. Только летские коми носили лапти, все остальные носили кожаную обувь кэты. Зимой валенки носили ижемские коми пимы, значит, в межсезонье либо сапоги, либо кэты, ну а летом, конечно, босиком.
Женщины и дети. Да, все ходили одинаково, не было отличий. Босиком. Босиком, да. Спасибо за внимание. Я надеюсь, что было понятно. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу. Как мы определим, есть вопросы? В чате могут писать. Можете в чате написать. 65, 67, 68 слушателей было. Так, хорошо. Так, ну ладно, я тогда завершаю. Да. Тогда придется мне на ваше место здесь, потому что... Хорошо, давайте. Уважаемые коллеги, спасибо за внимание. В общем-то, сегодняшняя лекция, она была посвящена именно тому, чтобы дать лично вам, как педагогам, информацию о традиционной культуре коми-народа, чтобы вы знали, какие особенности домов в разных районах, какие могут быть костюмы и так далее. То есть это такая вот информация, конечно, которую вы не в таком виде будете давать детям, а в соответствии с особенностями вашего места проживания. Потому что детям не обязательно, наверное, знать все виды домов. Но какой именно дом характерен для вашего района, это вы должны, конечно же, продемонстрировать. Потому что сам дом можно затем сделать в форме макета, можно нарисовать и так далее. Но, конечно, к подготовительной группе дети могут уже знать более обширную информацию о разных видах домов в разных районах республики. И можно будет уже создать вот какую-то такую своеобразную карту, да, какие дома характерны для разных районов. И то же самое касается костюмов. Просто чтобы вы, используя, например, даже какие-то варианты костюмов для пошива своих костюмов, для пошива костюмов для детей, да, чтобы вы все-таки ориентировались в особенностях и в тех вот типах костюмов, которые характерны для вашего района. Ну и, конечно, это все пригодится для проведения занятий. Так, ну, в общем-то, вопросов нет. Благодарят за интересную информацию. В дальнейшем мы семинары будем проводить, как такого вида содержательная информация будет даваться по темам. И также мы будем выходить и на методические семинары, когда будем говорить, как можно провести занятия по той или иной теме. И все-таки я еще раз возвращаюсь к началу и обращаюсь к вам, что когда вы будете проводить занятия, пожалуйста, собирайте конспекты, сценарии занятий, потому что мы все-таки будем собирать ваш опыт работы и формировать вот такой вот интересный банк данных, чтобы потом можно было воспользоваться вашим коллегам тоже. Спасибо вам за внимание. Всем хорошего здоровья и счастливой жизни. Всего доброго.